Всем привет! Еду в аэропорт, 4 утра, вылетаю в Бишкек, сниму немножко Бишкек, съезжу в Иссык-Куль, потом поеду в Алматы. Марк, друг, провожает. Хотел отправить нож Кане, но у меня билет только ручная кладь, поэтому, оказывается, не получается вывести нож. Так что, как будешь отправлять? Это с деком? Транспортная компания, да? Да. Это, короче, Марк познакомился с канатом с Алматы. Я познакомил. И вот он ему нож отправляет. Привет, передай Кане. Привет, Кана. У нас сегодня погода такая немножко то ли дождливая, то ли что. Прилетел в Новосибирск, жду рейса до Бишкека, пересадка через 3 часа. Пока вышел на Привокзальную площадь, сходил, пообедал вот туда. Народа полно, полночёво. Аэропорт Манас, Бишкек. Прилетел, симку купил за 220 сомов, по нашим рублям 200 рублей. Кыш Калимиздер, добро пожаловать. Узоры такие прикольные, прям на всех похожие. Нету. 28 градусов, короче, как в Турции или в Египте, короче, такое ощущение, атмосфера такая. Такси взял за 700 сомов до гостиницы. Пальмы стоят. И солнце прям вот так стоит, прямо наверху. Да, сел на такси. Таксист Шах. Привет, передай. Всем привет. Постоянно здесь в аэропорту работаешь, да? С аэропорта в город? Да, я по аэропортам в город, по ночам по городу. Прям все удобно. Вышел с самолета, прям симку сразу на телефон поставили. Потом стоит девушка красивая, говорит, такси надо, говорит, да, надо, говорю. И цена, в принципе, нормальная, оказывается. Я думал, у нее будет дорого, у аэропортовского такси. Ну, как у Яндекса, почти такая же, короче. Поэтому сразу взял и еду в гостиницу. Тут прям жара, все вся в зелени, короче, как будто где-то на юге, на тропиках находишься. Прикольно. Так, ищем тут, короче, обменный пункт, чтобы рубли обменять на сомы. Приехали на рынок Дордой. Тут прям как это тоже в Юго-Восточной Азии, как будто, да? Народ тут, вот даже, вот смотри, этот мотоцикл вот этот. Прикольно. Так, обменял рубли на сомы, 15 тысяч рублей сдал, мне дали 18 550 дали. Вот такие денежки. Так, время бишкекское 3:15. Зашел в номер. Вот такой вид из окна. Палисадник такой прикольный, зеленый. Кроватка двуспальная. И душевая. Пойду покушаю. Так, вот такой прикольный холл. Фойе. Тут красивая картинка. Сейчас покажу палисадник. Очень прикольно оформлено. Здесь тоже холл. И вот так.
Здесь вот так, а с той стороны, по-моему, по-другому было. Я специально приехал в этот район целенаправленно. Это далеко от города, ну как далеко, окраина. Вот так. Сейчас пойду поищу, где покушать, потом приду спать. А, елка. Вот видите, как в этом, как в сериалах бразильских. Вот, роза натуральная. Вот. Вообще прикольно. А вот входная дверь. Ладно, я пойду покушаю. Хорошо, девушка, у вас паспорт случайно не с собой? Паспорт с собой? Можно, пожалуйста, я зафиксирую его? Хорошо. Очень много слов похожих. Смотрите, например, книга, мал, базар. Да, мал это, у нас тоже есть такое слово, мал это вещи, короче. И смотрим, мебель и ковры в рассрочке без банка. Толя, вот прям точь-точь, как у нас толя. Плохие, короче. Мерек жаңа килемдер бөлүп толя. Рассрочку толя. Бөлүп. Кракаралан толя дейт. Когда я этому парню сказал, что администратору, что я снимаю немножко блог, короче, он говорит, да, вы блогер, говорит, я говорю, не так уж блогер, просто снимаю, говорит. Тогда я вам завтра другой номер дам, говорит, хороший номер. Типа, вот этот номер снимите. Пока занято, говорит, я по идее хотел этот номер вам дать, но сейчас занято. Давай до завтра на том номере, который дал, посмотрите, говорит. Я говорю, базар ёх. Вот тут парень сидит, продает, оказывается, с машины сразу арбузы свежие. Сколько килограмм стоит? 100 сом. 100 сом, да? Это получается в рублях где-то 80 рублей, наверное, будет, да? А дыня? Дыня 200 сом. Сколько? 200. 200 сом. Томат? Помидоры по 100 сом. По 100 сом. Но это я, чтобы жена моя увидела цены какие тут. А то у нас там все дорого. Ладно. А тут есть, покушать где есть кафешка? Вон на углу. Прям вот стоит, да? Да, на углу там продают. Кербен, да? Да, гербер, да. Вот зеленая. Так, купил лагман, салат овощной, лепешку и чай. Почему-то дали 2 пиала. Я говорю, почему 2 пиала? Так надо, говорят. И это все обошлось мне 260 сомов и 25 сомов за стол, вроде сказали. А это в рублях где-то 240, наверное, так. Ну все. А с полсом. Короче, сказали, воду можно пить сразу из-под крана. Тут вода, говорят, из родников. Не кипятив, сразу можно пить, говорят. Да, вроде нормально. Ладно, я спать, короче, вообще не спал. Ребята хотели встретиться, но, короче, спать тоже надо. Поэтому посплю, может вечером, если проснусь, поеду.